Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. С вами Астарта Сантья Тара. Мы будем делать расклад на тему «Какой мужчина к вам спешит, кто вам по судьбе». И подождите, пожалуйста, не спешите нажимать на тайм-код. У меня есть к вам вопрос. Назрел. Я планирую проводить прямые трансляции. И у меня вопрос. На какие темы вы бы хотели проводить прямые трансляции? Пишите, пожалуйста, свои комментарии, я буду очень ждать. И второе предложение. Прямые трансляции можно проводить вот еще как. Вы будете задавать мне свои вопросы кратенько, по существу, а я буду онлайн вам на них отвечать. Каким образом будете задавать вопросы? Там будет чат. В чате, кстати, вы можете, есть там такая функция, вопросы можно задавать платно. Цену вопросам, насколько я понимаю, я все тут никак не могу разобраться, как правильно все это подключается, вся эта техника, вы, по-моему, будете задавать сами там. Там какие-то есть поощрительные для автора, да, то есть для меня смайлики и платные какие-то вопросы. Обратите, пожалуйста, внимание, если такой формат вам интересен, значит будем проводить. Ну и вообще там можно в чатах, в прямых трансляциях как-то что-то поощрять. Сама пробовала, смотрела прямую трансляцию на другом канале. И да, сама отправляла, там платный вопрос, там вбиваешь сумму, потом вам YouTube показывает окошко, да, где вы вбиваете свой номер карты и вот таким образом поощряете автора любой суммы, которую пожелаете, нужной. Вот что меня интересовало по поводу прямых трансляций, потому что все-таки от вас зависит, да, делать мне ее, не делать, будете вы смотреть, не будете, интересен ли вам такой формат, не интересен. И опять рекламная акция. Обратите, пожалуйста, внимание на новинки моего канала, они будут в описании к этому видео. Также расклады по знакам зодиака. Ссылка на плейлист тоже будет и в подсказках, и в заставочках в конечных, и в описании к видео тоже, пожалуйста, если интересно, обратите внимание. А сейчас еще раз тема нашего сегодняшнего расклада. Какой мужчина к нам спешит, к вам, да? Кто по судьбе и что нужно от вас. От вас нужно загадать срок, в который вы рассчитываете встретить того самого. Первое. Второе. Нужно сосредоточиться, представить, каких вы желаете отношений, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, как будут складываться ваши отношения, как он будет вести себя по отношению к вам, вы по отношению к нему. В общем, сосредоточьтесь, подумайте, задумайтесь, загадайте срок и выбирайте свой вариант. А я перехожу к первому. Ну что, единички, смотрим вас, и произойдет ли в загаданный период встреча с мужчиной. Да, встреча произойти должна. Встреча произойти должна, и вообще, дорогие мои единички, у меня сложилось впечатление, что вы все-таки занимаетесь какими-либо практиками. Будь то эзотерические практики, будь то энергетические практики, может быть это рейки, может быть вы молитвы читаете, может быть вы мантры читаете, поете. В общем, здесь однозначно какие-то практики были. Просили вы силы, да, некие, которым вы приверженцы, да, к каким силам вы относитесь, тех сил вы просили, чтобы эта встреча произошла. И, скорее всего, эти силы вас услышали. Встреча произойти должна. Что это будет за мужчина? Вы знаете, мужчина будет в таком вот состоянии расставания, что ли. Вот такой у него нелегкий будет период. Мужчина, либо он в состоянии расставания в процессе, либо только расстался, ушел из предыдущих отношений. И из-за этого он такой вот немного депрессивный, немного подавленный.
И в то же время мужчина нацелен, мужчина направлен на то, чтобы жизнь поменять и встретить другого человека. Он этого желает, он этого хочет. У нас символон выпали, две девушки, да. Здесь одна красавица изображена, а одна такая умница, ученица. Вот тут мужчина, с одной стороны, и ищет подходящую под стать себе, и в то же время хочет найти и умницу, и красавицу, и додельницу, в общем, на все руки мастерицу. Вот такой вот мужчина у нас. И опять же, не забывайте, да, что этот период расставания, либо пост расставания, все еще у него такое тяжелое сердце будет, нелегкий такой период у мужчины. И готовы ли вы, дорогие мои, к встрече с мужчиной? Карта дьявола и карта аборт. Вот вы знаете, да, такое ощущение, что вы давно ждете, давно желаете, давно просите, и вот прям искренне, страстно, вот так вот горячо хотите, чтобы эта встреча состоялась. Вот мужчина новый вам нужен, он вам необходим. И, как я уже сказала, да, вы все силы, все свои умения, все свои знания к этому приложили. Внешние данные, внутренние данные. И, конечно, еще и не забыли про какие-то высшие силы. Тоже здесь были задействованы в том, чтобы этого мужчину встретить. Что препятствует? Карта колесо фортуны и карта вампир. Вот здесь, дорогие мои дочки, все-таки карта колесо фортуны. Вот с одной стороны, я бы сказала, что вы очень активная, что вы очень целеустремленная, что вы иногда колесо фортуны у нас показывает движение, автомобили, поездки. Если вы, например, часто ездите в командировки, вы постоянно в какой-то кутерьме, вы постоянно вот крутитесь как белка в колесе, вы постоянно заняты на работе какими-то своими делами, проектами, какими-то заботами. Вот это вот, да, движение без остановки, движение постоянное движение, оно и мешает. Оно у вас, во-первых, все силы энергетические забирает. Оно как бы не оставляет вам энергии на поиск, на то, чтобы остановиться и обратить внимание, посмотреть по сторонам, где же он, вот такое ощущение. Вот как-то тут диссонанс, да, вы страстно хотите и страстно желаете, и даже где-то даже, грубо говоря, молитесь, да, либо практикуете, и в то же время вы в таком движении, в такой кутерьме, что нет сил остановиться, нет сил оглянуться и посмотреть, что же вообще вокруг вас, кто вокруг вас. Это первое. Второе. Вампир. Вампир, конечно, здесь намекает на наличие некого человека рядом. Мужчина, то женщина, то либо это предыдущий ваш партнер, но кто-то рядом, он прям вот мешает. Он забирает все ваши силы, все ваши энергии, все я уже заикаюсь, заговариваюсь, всю вашу весь ваш взгляд, все ваши эмоции, да, он как будто на себя специально перетягивает, направляет ваше внимание на себя, на свою личность, и тем самым как бы закрывает, прикрывает ваш обзор, не дает вам посмотреть, оглянуться по сторонам. Что помогает? Двойка кубков и Мойра. А вот здесь, дорогие мои, вот опять, как я и говорила, во-первых, желание все-таки обрести мужчину, желание создать партнерство, создать отношения, создать некую семью, да, какой-то некий очаг, обрести любовь, гармонию. И что помогает? Опять же, вот тут все-таки по картам я уверена, что вы чем-то занимаетесь. Все-таки у нас Мойра, да. Если, например, вы работаете с судьбой, вы даже есть такие практики, да, работа магическая с веретенами. Вот тут вот
карта могла прямо показать, что вы прямо активно и очень серьезно занимаетесь этим вопросом и прям просите, чтобы мироздание вам из силы послали этого мужчину. Вот это помогает, вот это, конечно же, содействует, вот это сильно влияет на встречу с ним. Поэтому, если вы сейчас даже в процессе не останавливаетесь, это обязательно даст плоды. Ну и, конечно, ваше искреннее желание, ваше искреннее стремление, да, и ваша трансляция мирозданию, что да, он мне нужен, я готова, я хочу, это и помогает. Далее, как будут складываться отношения? Туз жезлов и сад духов. Ну, во-первых, страстно, да, все-таки это у нас жезлы. Это даст вам новые силы, это даст вам новую энергию, это даст вам вдохновение. И ему, и все-таки тому мужчине, которого вы встретите обязательно, мы даем себе такую установку. Им отношения будут достаточно гармоничные, отношения будут достаточно духовные. Вы два человека, которые не плавают на поверхности, да, они все равно, вы направлены все равно на глубину, вовнутрь. Вы будете оценивать человека и его внешние данные, конечно же, безусловно, но и внутренние данные для вас играют немаловажную роль. Тут уже два зрелых человека, они будут учитывать все, и внутренние, и внешние данные. Так что, дорогие мои единички, я желаю вам, чтобы все-таки мой прогноз сбылся. Он прекрасный, он красивый, и, судя по всему, вы готовы и давно к встрече своего партнера. Пусть оно так и случится. Я этого вам и желаю. Встретить своего мужчину, встретить своего партнера, которого вы просили, о котором вы мечтали, которого вы загадывали. И пусть ваши отношения будут яркими, страстными, полными любви, взаимопонимания и гармонии. А с вами была Астарта Сантия. Пожалуйста, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я вас всех благодарю за внимание, благодарю, что вы смотрите мой канал и мои видео. И я с вами прощаюсь, перехожу к варианту номер 2. Ну что, второй вариант. Смотрим вас. И, увы, я вас порадовать не могу. На вопрос, состоится ли встреча, карты говорят нет. Встреча не состоится. Почему? У вас сейчас происходит некий период перерождения, возрождения, некой такой трансформации. Вы сами в первую очередь являетесь тем самым тормозом, который этой встрече не дает состояться. Почему? Потому что, во-первых, почему-то, дорогие, вы, во-первых, вы не открыты, с одной стороны, миру, окружению и возможностям, чтобы этого нового мужчину встретить. А почему не открыты? Потому что все еще как-то у вас болит, все еще вы возвращаетесь постоянно в прошлые отношения, вы как-то все их анализируете. Вот вы не можете их отпустить, вы их держите. У вас выпала карта маг и выпала, выпала карта мать и выпала карта, господи, как это называется? Исповедь. Вот держитесь вы за что-то старое. Держитесь вы за то, что уже прошло. Да, это в вашей жизни случилось. Да, произошло так, как произошло. У каждого будет своя история. Ну так прошлого не воротишь, и нужно уже все это отпустить. Вот пока вы не отпустите, пока вы будете держать все это в себе, у вас этот период некой такой трансформации и вот некой смерти, да, он у вас еще идет в процессе. И далее я спросила, что встрече мешает. У нас выпала карта ангел, карта больной король и карта расставания. 8 кубков. Вот абсолютно идентичные карты выпали на Таро и на оракуле Символон. Вот если вот так вот их переложить, вот так вот, это получится почти одинаковые карты. Умеренность в классике это тоже некий такой ангел, да, больной король это такое затишье, когда ты вынужден лежать, лечиться и ничего более. И расставание здесь, и расставание здесь, 8 кубков. Вот что мешает, как я уже и говорила, да.
А также умеренность у нас показывает время. Умеренность — это некий такой застой. Вот это и происходит. Как я уже и сказала, у вас такой период расставания. Вот никак вы не можете расстаться, никак вы не можете отпустить то прошлое. Это вам не дает. Вот вы как вот этот вот больной король и 9 жезлов. Вы все это держите в себе, вы все это сейчас перерабатываете, вы все это сейчас переживаете. И от этого вот такое вот застойное положение. Да, у нас ангел тут, конечно, благословляет на то, чтобы его встретить, но вы сами являетесь тем препятствием, тем барьером, который не пускает в вашу жизнь новое, не пускает в вашу жизнь нового человека, нового мужчину. Вы находитесь в таком положении, когда ничего не вижу, ничего не слышу, мне плохо, никто ко мне не подходите. Я все еще переживаю, я все еще не могу отпустить. Вот тут некая такая упертость внутренняя, некий такой барьер, который не дает вам впустить в свою жизнь новую возможность, нового мужчину. Стоит вам все-таки вот это вот все отпустить и дать уже трансформации произойти до конца. Не нужно цепляться, нужно все это отпустить и все-таки расстаться с тем, что уходит, или с тем, что ушло. Все-таки вам нужно расстаться уже раз и навсегда. И морально, и ментально, и на сердечном, на духовном уровне, и на физическом уровне. Если вас что-то держит, я не знаю, какие-то вещи, какие-то картины, какие-то книги, напоминающие вам о прошлом, о всем. От всего этого нужно отказаться, от всего этого нужно избавиться. Это как якорь, который вас опутал и не дает вам двигаться дальше. Далее я спросила, что нужно сделать вам лично, дорогие мои дочки, чтобы встреча состоялась. Во-первых, открыться миру и выходить в свет. Ярмарка тщеславия все-таки нам показывает, да, людей, которые открыты, которые любят выйти в свет, которые любят показать все, что у них есть, которые любят продемонстрировать, да, чем они богаты, чем они рады, любят покичиться, да, тем, что они имеют. Вот вам нужно вот как-то так стать увереннее в себе, стать вот таким вот неким воином. Вот тут интересно выпала карта воин и карта это у нас священник. Вот, и духовности, да. То есть вам нужно вот это все синтезировать, стать уверенней, стать красивой, все-таки полюбить себя, полюбить свою внешность и демонстрировать и миру, и окружению, да, что вы прекрасны, что вы красивы, у вас есть характер, у вас есть стержень. Но не только, да, такой вот агрессивной поверхности, но еще и духовной. То есть вы личность наполненная, вы личность осознанная, вы личность эмоциональная, вы личность прекрасная, притягательная, такая гибкая. То есть инь и янь, чтобы были в гармонии. Потому что у нас тут и воин, но и королева кубков у нас выпала, да. Еще и 7 мечей нам показывает, что вы прекрасны, вы красивы. Вам нужно стать увереннее в себе и понять и осознать, что вы достойны встретить этого мужчину. И то, что было в прошлом, оно было в прошлом. И даже если там кто-то вам внушил какие-то комплексы, то забудьте о них, расстаньтесь с ними, не держитесь за них. Они держат вас в неком таком застое, не дают вам двигаться дальше. Вот карты нам явно тут показывают, что вы прекрасны, что вы красивы, что вы достойны, что вы самодостаточны, что вы духовная личность, что вы личность такая глубокая, не поверхностная, что вы осознаете все, что происходит с вами и вокруг вас. Нужно только лишь это принять, это осознать и понять, что вы достойны, что вы прекрасны. Я уверена, что судя по выпавшим картам, что вы еще та красавица и вдохновительница, да? Та, которая может поддержать, та, которая может приголубить, но та, которая может и вдохновить, и направить в том направлении, которое он заслужит. Да? Так что, мои дорогие дочки, я вам желаю обрести то, что вы хотите, то, что вы достойны, то, о чем вы мечтали, то, о чем вы просите и так вот нечаянно хотите. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, пусть в вашу жизнь войдет тот самый мужчина, который вам нужен. Будьте любимы, будьте здоровы, берегите, любите, балуйте себя.
Всего вам самого хорошего. Благодарю всех, что были со мной, что смотрели мое видео. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, обращайте внимание на новинки. И я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Ну что, троечки, дорогие мои, смотрим вас. И состоится ли в загаданный вами срок встреча? Да, встреча состояться должна. Но, смотрите, обратите, пожалуйста, внимание. Расклады Таро – это вероятность. Наши поступки, наши мечты, наши молитвы даже, да, наши какие-то практики эзотерические, магические, все влияют на наше будущее. Вот на данный момент, да, учитывая, если вы ничего не будете делать или что-то как-то, как у вас сейчас складываются обстоятельства, карты нам говорят, да, что встреча случится. Но опять же, да, выбор делаем мы всегда сами. Тут намек на что? Что я хочу сказать? Что карты нам намекают, что да, мужчина в вашем поле зрения, он появится. Он появится, но, дорогие мои, смотрите, не пропустите его. С одной стороны, вы можете так увлечься, так заиграться, там, ну, заиграться я говорю в кавычках, да, просто быть заняты своими какими-то увлечениями, работами, заботами, семьей, папой, мамой и так далее, что можете его просто не заметить. В этой всей кутюрьме, в этой всей нашей повседневной бытовой жизни можете его просто не заметить. И от этого можете и не понять, что встреча-то она и была, а может быть, это была и судьба. Это с одной стороны. А с другой стороны, судя по раскладу, дорогие мои, есть у вас некий мужчина, есть у вас некий, не знаю, друг, знакомый, приятель, который есть в ваше поле зрения, с которым вас могут связывать либо дружба, либо прошлые отношения. И вот этот мужчина может и оказаться тем самым, да, которого вы ждете, которого вы ожидаете. Но вы от него закрываетесь, вы от него прячетесь, а смотрите куда-то мимо него, да, сквозь него. А на самом деле, может быть, для некоторых вы уже его и встретили, но сами это пока не понимаете, это пока не осознаете и проходите мимо. Далее, что это будет за мужчина? К примеру, если да, вы ждете нового, и этот новый мужчина, с которым вы еще не знакомы, он встретится. Во-первых, этот мужчина терпеливый, этот мужчина мудрый, этот мужчина, во-первых, себе на уме, этот мужчина такой вот медлительный, с одной стороны, а с другой стороны, этот мужчина, он игрок. Этот мужчина любит рисковать. Этот мужчина умеет рисковать и рискует. Этот мужчина, я бы сказала, со стержнем. Почему? Потому что все-таки у нас здесь квантовый скачок. Да, на карте изображен такой шут, да, но все равно этот человек, который рискует, этот человек, который готов рисковать и готов идти. Да, Таро нам показывает, конечно, такого медлительного и человека, который 7 раз отмерит, 1 раз отрежет. Вот такой вот он очень продуманный человек. А с другой стороны, вот он может иногда и резко как-то что-то сделать, что-то сказать, либо резко приехать, что будет неким таким толчком. Такое ощущение, что, знаете, когда этот человек, мужчина, понимает, что вот оно мое счастье, вот то, что мне было нужно, да, он сидеть на месте уже не будет. Он уже будет предпринимать какие-то активные, такие яркие, явные действия. Но когда только поймет, осознает, что вот оно, то, что я хотел, то, что я искал. Но пока этого осознания у него не будет, этот мужчина будет сидеть, сами знаете на чем, ровно и ждать с моря погоды, грубо говоря. Готовы ли вы, троечки, к встрече? Ну вот вы знаете, тут двояко. С одной стороны, да. С одной стороны, вы хотите этой встречи, вы желаете этой встречи, она вам необходима. А с другой стороны, нет.
С другой стороны, у вас есть какие-то незавершенки, как говорят у нас тренеры и психологи, есть незавершенки, которые держат вас. И эти незавершенки могут привести вас к тому, что вы будете вынуждены не договаривать, лукавить и не что-то быть не до конца открытым, например, с этим новым мужчиной. Это карта обман. То есть либо вы сами себя обманываете, да, но Таро нам говорит, что в принципе-то вы готовы. А Оракул нам намекает, что таки не совсем. Что вы либо обманываете себя, либо будете вынуждены обманывать где-то что-то нового претендента на эту прекрасную должность вашего любимого мужчины. Вот поэтому обратите внимание. И что самое интересное, далее у нас идет пункт, что мешает встрече. У нас карта Император и карта Пара. Вот как я уже и говорила. Вот здесь, да, что да, вы готовы, но у вас есть что скрывать. То есть есть на горизонте некий мужчина, который и мешает. И вот она, пожалуйста, все у нас и показали карты. И карта Император, то есть некий мужчина, и еще и карта партнерства. То есть здесь какие-то прошлые отношения, некое такое партнерство, которое вас держит, которое не дает вам встретить того самого. И опять же, первый пункт нашего расклада: состоится ли не встреча, я уже сказала, да, что с одной стороны, может быть, вы этого уже мужчину и встретили, а с другой стороны, и не замечаете его, а с другой стороны, а вот те прошлые отношения, да, они вас держат как в золотой клетке. И даже если вы и встретите этого мужчину, вы можете его не разглядеть. Почему? Потому что есть прошлое, потому что есть некий мужчина в вашей жизни, который закрывает вам обзор. И вот оно, ваша готовность тоже это и показала. Да, с одной стороны вы хотите, с одной стороны вы готовы, а с другой стороны вам придется лукавить. И еще и троечка кубков у нас тут выпала, которая говорит зачастую у нас о треугольниках, да, об отношениях, в которых не два партнера, а более. Далее, что будет помогать встрече? Ну, ваша решительность, конечно, ваше желание. Возможно, вот этот мужчина, он настойчиво требует вашего внимания и вашей некой такой благосклонности. А вы всеми своими силами пытаетесь от него избавиться, пытаетесь ему донести, пытаетесь ему показать, рассказать, что ну вот не подходишь ты мне, не по душе ты мне, не по сердцу. А он не понимает. И вам приходится с ним как-то все равно от него защищаться, закрываться, отгораживаться. И, конечно, помогать будет ваше желание все-таки обрести нормальные, гармоничные отношения, которые в будущем дадут плоды, дадут вам реализоваться как матери, дадут вам реализоваться как девушке, как женщине. В общем и целом дадут вам реализоваться вообще в этой жизни. Вот это ваше стремление, вот это ваше желание. И как будут складываться ваши отношения? Король кубков и забота. Ну, эмоционально, потому что все-таки у нас тут кубки, еще и выпала карта забота, то есть вы будете внимательны друг к другу, вы будете направлены по отношению друг к другу, да, будете учитывать желания друг друга. В принципе, я бы сказала, что отношения должны складываться гармонично, но в этих отношениях кто-то будет ведомый, кто-то будет вести отношения. И, скорее всего, все-таки, дама, это будете вы. Почему? У нас король кубков. Да, этот мужчина такой творческий, этот мужчина такой, где-то даже может, не могу сказать, что интриги, но вот какие-то кулуарные такие вот затеи он может затевать, а дальше вся эта его затея, которую он начал и забросил, она может так развернуться, что он даже сам этого не будет ожидать. И вот здесь иногда таким королям, да, по крайней мере в этой колоде мне часто показывают, что мужчинам нужна забота, мужчинам нужно внимание, мужчинам нужно признание, да, чтобы его ценили, чтобы его признавали, все его заслуги, все его предприятия, чтобы вот прям как-то
показывали ему, что он важен, что он нужен, и что он умен и прекрасен, очень талантлив. А вот так вот будут складываться отношения. Но опять же, да, карты — это вероятности, дорогие мои. Я вам желаю всего самого хорошего, дорогие мои троечки, определенности, гармонии, счастья, любви. Пусть ваша жизнь будет наполнена прекрасными, чудесными, волшебными моментами. Берегите, любите, балуйте себя. Благодарю, что были со мной, что смотрели мое видео. Я с вами прощаюсь. До встречи. Пока-пока.